Сегодня все больше людей уделяют огромное внимание своему здоровью, в частности, профилактике различных заболеваний. И сегодня мы поговорим с вами о том самом напитке, который мы употребляем каждый день. И это чай. А ведь чай может быть не просто вкусным, но и полезным. Сегодня мы находимся в цеху по производству травяных чаев. И рядом со мной есть человек, который сегодня поделится, а самое главное, расскажет нам все о том, каким должен быть хороший, настоящий, самое главное, натуральный и полезный чай. Знакомьтесь, Мариса Дмитриевна. Мариса, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о том, как появилась идея открыть подобный цех и откуда такое интересное название. Идея возникла в 2019 году, 13 июня. Эбе Майя – это моя бабушка, которая меня растила с самых малых лет. И я в детстве была очень больным ребенком, и она меня вместо таблеток лечила именно травяными чаями. Очень интересная история, да? Ну и сегодня вот мы видим, что у вас уже свой цех, да, где вы ежедневно собираете различные чаи, да? Да. Давайте поговорим все-таки о том, что чай это же все-таки не прям вот такой лечебный компонент, да? То есть это больше профилактика. Да, профилактика, оздоровление. Вместо того, чтобы лечиться после того, как заболели, лучше заниматься профилактикой. Правильно. Лучше заранее об этом подумать, да? Но давайте сразу посмотрим, поговорим о том, какие же все-таки травы сегодня, ну, я бы сказала, популярны. Ну и самое главное, какие есть более безопасные, а какие все-таки нужно заваривать с осторожностью. Откуда вы вообще приобретаете травы? Это все Якутия или нет? Знаете, не все, конечно же, у нас из якутских трав. 60%, конечно же, из других регионов России, но именно из России травы. 40%, конечно же, наши. Как вы видите, хвощ наш, мох, Вероника. В общем, очень много, конечно же, наших якутских трав. Но некоторые травы из Алтайского края, так как Алтай наиболее схожа с нашей климатической зоной. В общем, у них суровая зима и лето очень плодородное. В общем, Алтай, алтайские травы нам подходят. А если говорить про сбор наших трав, вот, допустим, я вижу здесь написано мох, да, село Тихтюрь, хвощ полевой, кинкиме, да, ведь это определенные же должны быть сроки сбора, да, то есть вы это все мониторите, отслеживаете, выезжаете и прям собственноручно собираете, да? Да, это все ручная работа, очень тяжелая, конечно же, с утра до вечера, но некоторые моменты, когда есть дождливые дни и какие-то, в общем, когда холодно, да, и прочее, мы в определенное время собираем. Конечно же, как только мы собрали траву, сразу же привозим вечером и ночью сушим. А сколько примерно длится процесс сушки? Или это все зависит от травы? Ну, зависит от травы, конечно же, какие, в составе травы какие элементы химические, флавоноиды, алкалоиды, в общем, сколько эфирных масел и прочее. Все это вот в температурном режиме учитывается, и по времени тоже все регламентировано и по стандарту. А сушка происходит естественным путем, или вы все-таки используете какие-то аппараты? Некоторые травы, конечно же, естественным путем, потому что при искусственной сушке некоторые элементы могут разрушаться. Поэтому мы проветриваем в холодном, да, в темном помещении, в естественных условиях тоже сушим. А вот сейчас очень популярно это стало, да, многие жители нашей республики самостоятельно сушат травы, да, и, соответственно, потом это используют, да, но, к сожалению, не всегда мы думаем о том, насколько это безопасно. Вот, например, к примеру, наш любимый иван-чай. Многие сейчас его собирают, кладут на противень, в духовку, и затем на протяжении всей зимы его используют. Вот здесь вопрос возникает сразу. При сушке в духовке полезные свойства иван-чая, они исчезают или сохраняются? Да, к сожалению, если в духовке не соблюсти какой-то поток воздуха, да, то 30%, 40% могут разрушаться полезные вещества.
Поэтому особо не рекомендую сушить именно в духовке и ну, не в специализированных каких-то сушильных машинах. Это наоборот может навредить. То есть вот здоровью. это именно горячим воздухом, да, нужно как-то, или же здесь принципиально важна температура, да, вот которая сжигает, по сути, эту травку, подсушивает, либо все-таки должен быть поток воздуха? Обязательно должен быть теплый поток воздуха, циркулируемый, и для этого и предназначены эти сушильные машины специальные. Если бы не было такой необходимости, да, чтобы сохранить полезные вещества, то были бы обычные духовки просто распространены. Но мы видим у вас здесь огромное, да, количество трав, да, но многие из них, конечно, для нас известны, ну, допустим, полынь, брусничный лист, да, но есть какие-то полностью, ну, для меня, по крайней мере, совершенно неизвестные названия, ну, допустим, вот исландский мох. Что это такое? Исландский мох – это наш хит. Когда поднимаются вирусные инфекции, поднимается, ну, грипп, там, кашель и простудные заболевания, то исландский мох – это просто название такое, в общем, вид мха исландского, да, по-научному называется цитрария. Исландский мох помогает при кашле. Если не отходит мокрота, то как отхаркивающий идет. Наш хит. Ага, то есть популярный. Прямо, да, это как гриб, как вид гриба, мха. Растет именно на лиственничных деревьях, то есть на лиственнице. Но у нас в Якутии есть или нет? Да, есть. Есть, бывает, да? Мы сами собираем и вот собрали в этом году. Из такого необычного еще что, допустим, ну, допустим, может быть неизвестно простому жителю Якутии? Да, у нас есть, например, ну это не трава, а гриб, называется агарикус. Агарикус у нас тоже есть. Это очень необычный, ну не трава, а гриб. Имеет очень хорошие свойства, тонизирует, очищает организм, очищает печень от шлаков, от токсинов, питает клетки прямо на клеточном уровне полезными веществами, минералы, витамины. В общем, можно перечислить очень много. Чудо-гриб, в общем, да, одним словом. И в основном наши женщины используют для похудения. Вот он секрет, то есть в общем, девушки, предназначение, да, именно очень хорошо помогает снизить аппетит, делая, ну, как бы энергию добавляет, да, человеку дает энергию, поэтому очень хорошо идет у нас в сборе для в травяном чае для женщин, то есть для похудения. У нас есть чай. Если говорить вообще про, именно вот вы отметили, что это должен быть сбор, то есть травку вот в чистом виде пить долгое время, насколько я знаю, нежелательно, да? А если это в совокупности несколько видов, да, то тогда, в принципе, это уже идет, ну, такой, как просто полезный чай, правильно? Напиток. Да, мы в наших чаях используем определенный регламент, тоже, как сказать, по малому количеству, то есть мы объединяем по 2-3 грамма, да, ну, грубо говоря, небольшими порциями, их соединяем, и у нас получается кладезь витаминов, минералов, которые вот именно необходимы для человека в период зимы, весны, вообще круглогодично. А есть ли какие-то травы, к которым нужно относиться с огромной осторожностью, ну, о которых нужно вот прям либо хорошенько прочитать и узнать полную информацию, либо нужно обратиться сначала к врачу? Обязательно. У нас есть, например, очень полезная трава, но немножко может навредить, если очень много пить и злоупотреблять как бы дозировкой, то есть в огромных, ну, в больших количествах может навредить. Это у нас багульник. Имеет свойство помогать даже при пневмонии, туберкулезе, во время вот простудных заболеваний, гриппа. Очень хорошо помогает при кашле,
при температуре. Очень сильная трава. Но нужно пить в правильной дозировке. Да, Да? в правильной дозировке. То есть вот багульник вроде бы такой на слух очень популярный, да, но на самом деле травка, так сказать, опасная, да. Мы видим еще вот здесь, например, есть береза, да, но мы знаем о пользе березы, да, это как бы естественно. Вероника седая, это же тоже у нас в Якутии, это что за трава? Вероника седая очень известная трава, многие знают. На якутском языке называется огоннер-ото. Чашкин, шаман, использовал траву для женщин, в общем, для лечения каких-то женских заболеваний. Мы же используем их для профилактики разных заболеваний, и сосудистых, и от давления. В общем, многофункциональная полезная трава. Полезная трава. А на ваш взгляд, вот, допустим, можно ли сказать, вот, что в каждой семье должен быть определенный набор трав на все случаи жизни? Универсальные бывают такие или нет? Моя бабушка меня всегда учила собирать именно полынь. Полынь обязательно должна быть, да? Да, обязательно в доме сказать, да, должна быть, потому что очень такая универсальная, полезная трава. Можно добавлять в разные выпечки даже, в супы, каши. Да вы что? Это тогда такая съедобная, полезная трава. От многих каких-то заболеваний может профилактику делать. В общем, универсальная трава. То есть полынь должна быть в каждом доме? Да. Опять же, она у нас растет в Якутии, поэтому это не проблема. Не проблема. Да, хорошо. И еще, допустим, что должно быть обязательно в семье, в каждой семье? Обязательно, я думаю, должен быть именно шиповник, листья малины, чтобы поднимать иммунитет, также витаминизация. Обязательно, у нас зима очень длинная, и витамины обязательно нужны и детям, и взрослым. Обязательно должен быть, я полагаю, пустырник. Пустырник помогает именно успокаиваться, плюс тонизирует. Ну да, в наше сейчас такое, да, тревожное время. Тревожное время, обязательно нужен пустырник. Ну и ромашку можно заваривать по вечерам, пить. А если вспомнить все-таки из вашего детства, вашей юности, да, вот про бабушку. Помните ли вы, может быть, какой-то уникальный случай, когда вот неожиданно трава, может быть, там, ну не спасла вам жизнь, да, а вот как-то действительно помогла, и именно советы бабушки стали такими решающими? В детстве я очень ярко помню один момент. У меня вообще заболел живот. Сначала было непонятно, что у меня случилось. Я не могла вставать, есть. Я все время спала. Потом пришла моя тетя, она врач, врачом была. Она осматривала меня по животу, там потыкала и сказала, что у меня увеличение печени. В общем, с печенью что-то у меня там случилось, оказывается. Вот. Но бабушка стала меня лечить именно травами. Был очень сильно действующий отвар. Сейчас та трава, краснокнижная трава уже, сейчас в то время не было такого. То есть трава была именно доступная была. И вот благодаря ее отварам я встала на ноги, и все, боль ушла, вылечилась полностью. И потом, после этого, не было никаких проблем с печенью. То есть, видите, как удивительно, да, вот такие вещи, возможно, да, вас уже направили на путь, да, то есть сегодня у вас уже свой бизнес, да, именно в этом направлении, а все идет с самого детства, да, вот такой отпечаток. Да, она меня учила именно собирать и обрабатывать, и заготавливать травы.
сейчас изготавливаем таежный чай, наш новый чай. Очень вкусный, тонизирующий, бодрящий, с нотками хвои. У нас в составе есть можжевельник, чабрец, богородское ото. И, конечно же, шиповник, который дарит очень много витамина С, который очень необходим для организма. И розмарин, чтобы вкус насытить, сделать более богатым, насыщенным. Откуда берете вот состав? Принципиально же важна граммовка, да, и это же некая рецептура, да? А насчет граммовок-то мы используем именно ранее исследованные данные по всем травам. Травы уже имеют свои исследованные какие-то формулировки, данные. Мы велосипед не изобретаем, мы все это соблюдаем. Сейчас у нас идет договоренность о сотрудничестве с Якутским научным институтом, исследовательским институтом сельского хозяйства при ЯНЦ Соуран. Они будут нас консультировать, также будут лабораторные испытания. Наше сырье изначально проходит все лабораторные испытания на металлы, на токсины, на содержание каких-то других вредных примесей. Все у нас товары сертифицированы, декларированы, поэтому абсолютно безопасное сырье, безопасная продукция. Ну, мы вот видим, конечно, каждая формула, да, здесь это секрет, да, фирмы, Да. потому что это все именно ваша работа, да. Но практически сколько у нас здесь наименований-то у нас? Чай таежный, да? Таежный чай называется 4? алас-чай, да. У нас есть чай иван-чай, плоды шиповника, розмарин, можжевельник, чабрец. А что касаемо аллергических реакций, да, но не у всех, допустим, да, людей же есть прям такая переносимость тех или иных трав. Вот здесь с какой осторожностью нужно относиться к каким компонентам? Мы всем нашим потребителям даем понять, что это просто профилактика, не лечение каких-то тяжелых заболеваний. Именно вот рассматривать чаи, травяные чаи как лекарства не рекомендуется. Если у вас какие-то, все индивидуально, какие-то есть проблемы с аллергией, там какие-то реакции, да, хронические заболевания, да, то обязательно нужно обращаться к врачу и проконсультироваться. Хорошо. Ну и самое главное теперь, ну коли уж мы знаем уже, как его собирают, да, мы знаем, что трава собрана у нас в Якутии, трава собрана на Алтае, да, это все у нас прошло правильную сушку, в дозировке в правильной, все компоненты уже смешаны. Ну а теперь давайте поговорим о том, как нужно правильно заваривать травяные чаи. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы приготовить чай, нужен кипяток. Главное, чтобы это не была кипящая вода. Берем наш чай. Вообще чай должен быть вот прям густой-густой, вот как мы привыкли раньше в детстве заваривать гранулированный чай, да, вот прям плотный такой, а потом разбавлять его кипятком в каждой чашке. Или все-таки травяной чай, вот он должен быть на одну чашечку? Или как заварка? Ну, это заварка на чайник. 500 миллилитров. Хватает на 3 чашки. Примерно, да? Примерно. Как долго он должен отстояться? Но минут 10-15 это самое оптимальное время. Можно ли заваривать второй раз чай травяной? Сохранятся ли в нем полезные свойства? Второй раз заваривать именно заваренный уже ранее чай не рекомендуется, потому что все свойства полезные уже ушли. То есть травяной чай один раз заварили, и потом лучше повторить все заново, да? Да. Если говорить вот о плодах шиповника, он же достаточно крупный и твердый, да? И он, наверное, распаривается это дольше, чем наши травки, да? Шиповник
в течение 10 минут раскрывается и отдает все свои полезные вещества. Мгм. Мы здесь Ага. видим же еще можжевельник, там иголочки. Они также по этому времени, да, примерно? Да, иголочки без веток, Мгм. они тоже раскрываются в течение 10-15 минут и отдают. А мы уже чувствуем ароматы. Да. Просто какие-то божественные ароматы. Как жаль, что камера не передает, да, всего этого. Ну, а вы вот, в частности, самостоятельно дома, у вас, наверное, утром вкусный чай, в обед вкусный чай, вечером вкусный чай. Ну, как сапожник без сапог, мне когда плохо, я пью, да, действительно, наши травяные чаи, а в обычные дни я могу просто водой, просто не хватает времени. Времени, чтобы Ага, заваривать. но я люблю очень чай, именно травяные чаи. А у люблю. вас самая любимая трава какая? Я очень люблю иван-чай с чабрецом. Это можно хоть каждый день по нескольку раз пить. Иногда я так, да, завариваю себе и пью. Здорово. Ну что, мы ждем буквально еще 10 минут, и затем, конечно же, попробуем этот вкусный чай таежный. Правильно? Да. Вы знаете, если посмотреть на все эти баночки, кажется, что здесь можно, ну, просто найти чай на всю свою жизнь, да. Но если говорить о таких самых безопасных, самых таких популярных составах, да, вот что очень любят жители Якутии? Наши чаи, травяные чаи именно упакованы в экологичные упаковки из бумаги. Самый популярный, один из популярных чаев у нас является здоровый желудок, чайген куртах. Помогает налаживать пищеварение, успокаивает желудок при каких-то раздражениях, да, при употреблении жирной пищи, тяжелой пищи. То есть поел что-то очень жирное, выпил чаек, и все помогло. Да, и помогает именно желудку. Да, мы видим здесь, вот он, ваш любимый иван-чай с чабрецом, да, для укрепления организма. Есть даже чай специально для женщин, да. Это очень хороший чай, помогает укреплять именно ногти, волосы, для то, красоты, что надо, да? Да, Так, для хорошо. женского органа. Мы видим здоровые сосуды, здоровые суставы, то есть это вот прям конкретно по направлению, да, понятно для чего, да. При кашле это мох исландский, о котором мы говорили, да. Я вижу тут здесь противовирусный и для повышения иммунитета, да. Есть и для мужского здоровья чай, правильно? Как и для женщин, у нас есть и для мужчин травяные чаи, придающие силу, энергию и бодрость. Правильно. Итак, смотрим, у нас и для поджелудочной железы есть успокаивающий, при высоком сахаре, чистка организма. Ну, в общем, на все случаи жизни. Здоровая печень. Тоже. Да, очень нужный чай, когда особенно смог или какие-то, да, праздничные застолья, если у вас были, да, то очень полезно пить этот чай. «15 минут прошли, я думаю, самое время отведать таежный чай. Да, самое время. Итак, напоминаем, что заваривать чай необходимо лишь один раз. Сейчас мы получим все витамины и полезные вещества, которые есть в этом чае прямо сейчас. Второй раз заваривать нежелательно, правильно? Да. И нужно обязательно, если у вас какие-то заболевания, какие-то проблемы со здоровьем, да, серьезные, обязательно нужно обращаться к профильным специалистам, к врачам и проконсультироваться, прежде чем рассматривать именно как лечение, да. Необходимо, мне кажется, уделять огромное внимание тому, из чего состоит ваш чай. Мы благодарим вас за возможность узнать сегодня все о полезных свойствах якутских трав, конечно, да, ну и про травы, которые, к сожалению, не прорастают у нас в республике, но, в принципе, их можно приобрести, ну и, конечно, все это делается во благо здоровья. Всем желаю крепкого здоровья, профилактику проводите каждый день травяными чаями и счастья, всех благ. Спасибо.